доценту Азиз Анатолий. Добрый день, уважаемый председатель, еще раз, уважаемые члены диссертационного совета. Перед ознакомлением отзыва разрешите выразить слова благодарности, поскольку в качестве официального оппонента в статусе доктора политических наук я выступаю впервые. Выразить слова благодарности в первую очередь, наверное, и тем ученым, поскольку именно вы дали мне возможность большую науку, как доктора политических наук. Ханбек Капашевич как раз таки айтып кетті, дипломатической академии, он тоже был членом диссертационного совета, и многие из вас, Акунджан Абдурасович, Челбур Зарубекович, мой научный консультант, и многие другие. Поэтому вам спасибо, я в принципе готов в дальнейшем с вами сотрудничать и обсуждать будущие публичные защиты и быть официальным оппонентом, либо входить в экспертную организацию. Возвращаясь к теме, к своему отзыву по докторской диссертации Саидбекова Айдара Муталиковича на тему «Институциональное развитие политических систем Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Политика, правовой анализ», представленный по специальности 23.0002 «Политические институты, процессы и технологии». Хочу отметить следующее. Безусловно, в первую очередь речь идет об актуальности темы диссертационного исследования. Не стоит отрицать, что тема заявлена на защиту диссертации представляется в достаточной степени актуальной. Во-первых, выражена это в первую очередь недостаточной изученностью особенностей политических систем переходных обществ, это в том числе и Казахстана и Кыргызстана, центральноазиатского региона в целом, находящихся под влиянием, как утверждает сам диссертант, различных факторов. Это национальные условия, это политические условия и так далее. Во-вторых, я соглашусь с тем, что политическая наука, как и Кыргызстана, так и Казахстана, пока не смогли ответить на вопрос о факторах и причинах формирования определенных политических режимов в бывших союзных республиках. Ведь не стоит отрицать, что официальная власть и Кыргызстана, и Казахстана публично убеждают, что курс взят на установление в стране одного политического режима. А ученые, как политологи, так и конституционалисты, утверждают с точки зрения науки совершенно другое. Ярким примером является, например, наш Кыргызстан. С 2010 года мы объявляем о том, что мы являемся парламентской республикой. Вместе с тем, такие ученые, как ученые-конституционалисты, покойный, допустим, Серикул Хасакович Касаков, ученые практики, тот же самый Укушев, больше говорят о допарламентской форме управления. Но на самом деле, на деле получается совершенно другое. С 2011 года по 2017 год в силу национальных условий, в силу того правосознания мы больше говорим, что мы в любом случае оглядываемся в сторону института президента Кыргызской республики. Да? То же самое, например, происходит и в Казахстане. Например, я знаю, что в 2011 году, Ханбек Капашевич не даст соврать, в 2011 году, будучи спикером, Ахмат Келдебеков, он направлял запрос в комитеты для того, чтобы провести инвентаризацию о полномочиях президента Кыргызской республики, поскольку Роза Исаковна Утумбаева, если вы помните, были такие моменты, когда проводила на момент только представления, допустим, тех или иных судей, формирование Верховного суда, Конституционной палаты и так далее, проводила самостоятельно собеседование. Помните такое? И в силу этого, тогда с учетом того правосознания, я в своей теме докторской диссертации это тоже исследовал, больше говорили о том, что парламентский президентский институт на деле, на самом деле, он более силен. И говорить о тех полномочиях, которые носят больше формальный характер, пока еще не приходится. К примеру, мнение ученых, Акунджан Абдурасович айтып кетті, мнение ученых, допустим, в этом отношении очень сильно разнятся. Допустим, мы прописываем одно, а реализуется на деле совершенно другое. К примеру, исследуя содержание работы, любой читатель, и в первую очередь ученый, обратит внимание на положение автора в выборе определенной модели политической системы в той или иной другой стране, сопровождающих как открытым, так и скрытым противоборством новоиспеченных демократов и советских консерваторов по поводу распределения политической власти, продиктовано необходимостью сочетания традиционных советских и новых политико-правовых институтов, как и Кыргызстана, так и Казахстана, поскольку это подтверждается и политической практикой в период развала Советского Союза. Всем общеизвестно, что начиная с конца 80-х годов, это 89-й, 88-й год, впервые на постсоветском пространстве, был реализован институт президента сначала СССР, а потом уже в последующем союзных республиках. Да, вот, ведь если вспомнить, в силу отсутствия все еще правосознания советских граждан о наличии демократических
альтернативных выборов главных представителей власти, то первые выборы президента Киргизской ССР, если вы помните, да, проходили именно косвенно, то есть путем избрания депутатами Верховного Совета. Да? В этом русле, если исходить из упомянутого положения, представленного соискателем, да, выносимого на защиту автором, нужно отметить и то, что тогда, пытаясь отторгнуть демократические идеи, советские консерваторы все же пытались найти свое место в определенной оболочке. Вот Джумагул Саадамбекович, по-моему, сам являлся этим участником. Если вы помните, тогда от коммунистической партии, советской, еще КПСС, представленной в Кыргызстане, тогда выдвинулись 3 кандидата. Это Абсамат Масалиев, да, правильно? Это Джумагулов и Аманбаев. Вот, но вместе с тем, допустим, я в своей диссертации тоже об этом указывал, ни один из них как таковую поддержку не получил, хотя поддержку на выдвижение, там 50 депутатов легендарного парламента должны были проголосовать, они не получили. И в итоге Аскар Акаев, первый президент Кыргызской республики, который как раз таки позиционировал себя представителем демократических идей, стал первым президентом нашей независимой в будущем Кыргызской республики. Там есть такие нюансы. Я, например, в диссертации автора, забегая вперед, хочу отметить, что я, к большому сожалению, не увидел о том, что большая полемика на практике возникла из-за того, что институт президента был на самом деле создан. Но вместе с тем, сама независимость Кыргызской республики, а точнее принятие новой конституции Кыргызской республики, было принято только 5 мая 1993 года. А в 1990 году, 27 октября, мы уже до этого избираем нового президента. Кстати, это и стало почвой той политической модернизации со стороны президента. Утвердить о том, что 2 избраний, если вы помните, не было, да, тогда президент Кыргызской республики Аскар Акаевич Акаев пошел уже на 3-й срок, что в последующем это и стало итогом той революции 2005 года в марте месяце. Да? Оценивая диссертацию соискателя на степень новизны, то стоит отметить, что вышеотмеченная диссертация, как я уже отмечал, явилась одной из первых попыток комплексного исследования политических систем Кыргызстана и Казахстана с точки зрения рассмотрения процессов институционального развития. Это во-первых. Во-вторых, в труде были рассмотрены актуальные проблемы, имеющие важное теоретико-прикладное значение для модернизации политических систем. И, наконец, я считаю самым важным с точки зрения научной новизны то, что проблемы развития политических систем были рассмотрены диссертантом, исходя из современных реалий, практики и концептуальных положений, что напрямую подтверждает отсутствие какого-либо архаизма в этом вопросе. Как видно из самой работы, автор в достаточной степени много уделил внимания и политической роли института президента в Кыргызстане, так и в самом Казахстане. Полагаю, знакомясь с любым творческим трудом, в частности, с поставленной целью и задачами докторского исследования, как ученый, так и простой обыватель ожидает от автора, смог ли автор достигнуть поставленной цели и разрешить поставленные задачи. Я считаю, что Саидбекову удалось ответить на все эти вопросы и раскрыть их полностью. Исходя из этого, я заключаю, что диссертация Саидбекова отличается внутренним единством. Взаимосвязанность проблематики диссертации в целом и положений, выносимых на защиту, взаимно связаны между собой. А наличие авторских выводов и практических рекомендаций как по тексту, так и в конце каждой части исследования очередной раз подтверждает отсутствие внутренних противоречий. Что касается направленности полученных соискателем научных результатов. Во-первых, как видно из содержания работы положений, выносимых на защиту, выводов и рекомендаций, все усилия диссертанта были обращены к решению как теоретических, так и прикладных задач. К примеру, по тексту видно, что речь идет о вопросах формирования многопартийности, как политического явления, так и конституционных основ. В этом контексте есть возможность обратить внимание на другое. Результаты диссертационного исследования можно отнести как к политологии, так и к конституционному праву, поскольку речь идет о политическом развитии института президента, и, как сказала уважаемый ученый Тургидиева, так и идет и вопрос о парламентаризме. Если провести анализ на подтверждение достаточной полноты публикации основных положений, то по данной проблеме имеются у соискателя многочисленные публикации, как в отечественных, так и в зарубежных изданиях. Если вы знаете, по положению ВАК Кыргызской республики для наличия защиты, публичной защиты именно на ученую степень доктора наук в любой отрасли требуется, безусловно, не менее 3 индексируемых, да, именно научных статей, это РИНС и так далее. У него 8. Что касается содержания самого автореферата,
то он соответствует и в полной мере отражает текст самой диссертации. Вместе с тем, оценивая положительно научный взгляд Саидбекова, хочу отметить, что диссертация, на мой взгляд, как и в любом научном творчестве, имеется ряд спорных моментов. Первое. На страницах 125-126 диссертант, характеризуя президентскую республику, утверждает, что в современных республиках взаимоотношения между парламентом и правительством почти не приводят к политическим кризисам, поскольку президентская форма правления в них основана на устоявшихся традиционных демократических процедурах, предусматривающих постоянный поиск компромиссов между высшими органами власти. На мой взгляд, диссертант немного ошибается, поскольку если исходить из политической практики двух стран, то есть это Кыргызстана и Казахстана, то любой конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти, как известно, это и есть по сути политический кризис. Да? К примеру, возьмем политическую практику Кыргызстана 93-94 годов, а именно конфликт между премьер-министром Апасом Жумагуловым и депутатами парламента, да? Что привел в 1994 году к распуску парламента и в очередной раз избрание Апаса Жумагулова главой исполнительной ветви власти, то есть премьер-министром. Да? Исходя из этих прецедентов, я считаю, что диссертанту было необходимо учесть и подобные политические явления, то есть больше говорить и о практике. Но я очень надеюсь, что в будущих исследованиях диссертант, безусловно, об этом скажет. Второе. В диссертации соискатель на страницах 131-133 ведет научную полемику между отечественными и зарубежными учеными, да, о месте и роли главы государства в президентской республике, о ликвидации правительства Республики Казахстан. При этом полагаю, что сам соискатель не дал четких ответов на эти вопросы. Какое место, как Джолбур Джарбекович, уважаемый мой научный руководитель, учитель, сказал, какое место занимает глава государства в системе разделения ветвей государственной власти? Нужно ли ликвидировать институт правительства или нет? То есть сама полемика, она идет, но вместе с тем выводов, может быть, я в скором чтении этого не заметил, но очень надеюсь, что во время публичных ответов диссертант даст ответ на мои вопросы. Вместе с тем, как я уже отмечал, высказанные суждения и замечания никак не влияют и в целом на положительную оценку диссертационного исследования Саидбекова. Работа выполнена на должном научном уровне. Уверен, что вполне можно заключить, что творческий научный труд Саидбекова внесет значительный вклад в развитие политической науки и конституционного права тоже, а сам диссертант при успешной защите заслужит присуждения ему искомой степени доктора политических наук по специальности 23.0002. Спасибо за внимание. Теперь вот мы заслушали все три официальных оппонентов. Теперь вот слово дается ученому секретарю Совета для зачтения заключения ведущей организации. А ведущая организация была кафедра политика правовых дисциплин БГУ имени Харас.